Я прям вбивала в Ютубе, как наливать чай, я прям вбивала. Как бы ни было, Келин — это Келин, она никогда не будет дочерью в этой семье, прям как родная дочь, да. Насколько вы понимаете кыргызский язык уже? Но я хорошо понимаю. Приезжаю к ним домой со своим штативом, папа говорит, ну что сегодня снимаем? Я ему сразу раскидываю, сейчас вот это, сейчас вот это. Между прочим, на самом деле я с каждого семейного события вытаскиваю очень много контента, который я потом в дальнейшем могу монетизировать. В первую очередь нужно понимать, что ты выходишь замуж за своего мужа, а не за его семью, и что первостепенно вы должны наладить отношения с вашим мужем. Построить семью — это очень сложно построить семью. Построить интернациональную семью еще сложнее. Заходишь домой, нужно было вот так вот ногами постучать, чтобы крысы разбежались вот так вот. У нас, грубо говоря, даже не было унитаза. В кыргызском менталитете кайнене — это вот, допустим, в последнее время так сложилось, что стереотипное мышление у многих женщин — это вот кайнене — это злая женщина. Нет, мы как-то встречались, но, знаете, мы понимали, что наши родители против, мы понимали, что ничего дальнейшего не будет, и мы старались как-то сильно друг к другу не привязываться. Нам было очень хорошо друг с другом, очень классно, очень интересно, но мы с болью старались не привязываться. Саламатсыздарбы, урматтуу достор, биздин көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бүгүн бизде конокто бир үй бүлөнүн гана мүчөсү эмес, кыргыз үй бүлөгө келип мүчөлүү болгон эмес, деги эле эки маданиятты бириктирүүчү көпүрө болгон кыргыз келини Моника. Саламатсызбы? Здравствуйте, спасибо, что позвали. Да, сегодня у нас будет подкаст на русском языке, так как у нас Моника пока еще не научилась в совершенстве кыргызскому языку, но она все понимает. Все верно? Да. Давайте начнем вот сначала. Угу. Наверное, будет интересно для наших зрителей, как вообще вы познакомились со своим супругом? Мы познакомились с ним в Китае на учебе. Мы жили в одном общежитии для иностранных студентов. Знакомство тоже, я тоже думаю о том, что это какой-то был план сверху, наверное, свыше, потому что изначально я не планировала ехать в этот город, но, к сожалению, не осталось мест в тот университет, куда я планировала, и меня на год перевели туда. Точно так же случилось и у моего мужа. Он планировал поступать в Гуанчжоу, но там тоже не оказалось именно в этот год мест, и ему тоже сказали: подожди, пережди вот тут вот годик. Получается, я приехала раньше него на 3 недели, он приехал, в первый же день мы познакомились, и как-то все очень быстро закрутилось, завертелось, и все, мы даже сами, если честно, не поняли. Не было в нем в нашем знакомстве, в дальнейших каких-то отношениях никакого плана, не было логики абсолютной. То есть когда мы знакомились, мы не планировали в дальнейшем там строить семью, мы просто общались, дружили, и как-то вот так вот вылилось это все. Вы в Китае познакомились, наверняка вас связал русский язык, правильно? Вы, наверное, русскоязычная. Я сама же изначально из Кыргызстана, то есть моя мама из Кыргызстана, а отец у меня, он из Литвы. И вот когда-то давно, 27 лет назад, папа приехал в Кыргызстан в командировку и встретил мою маму. И вот так вот он и остался, влюбился, они родили меня. И потом они, получается, когда я закончила школу, они уехали в Литву, подготовили там все для меня в том числе, то есть вернулись в Литву, подготовили там все, дом и все остальное, а я вернулась обратно в Кыргызстан. И поэтому мы как бы общались из-за того, что, скорее всего, мы были как бы вместе из одной страны, из Кыргызстана, мы общались по-русски и вот так. А отец у вас литовец, мама мать? Татарка. У вас есть что-то мусульманское, да? Да, у меня мама, да, она мусульманка. Вообще, когда союз двух культур получается, встает вопрос веры. Да. У вас как? Так как моя мама мусульманка, я изначально с рождения жила вот в каком-то такой вот атмосфере, мы праздновали айты, но это, знаете, это было вот как этнические мусульмане, да, то есть ничего большего, кроме как посидеть всей семьей на айт и все.
Вот. Потом, когда мы познакомились уже с мужем, там мы на тот момент тоже не были такие особо религиозными людьми. Да, блин, мы были очень молодыми, мы об этом не задумывались, нам было по 18 лет. Когда мы приехали уже в Кыргызстан, мы делали нике, и потом уже после нике я уже начала задумываться об этой теме религии, начала больше узнавать, начала думать. Наверное, я скажу, что я все-таки больше в мусульманстве, потому что я чувствую в нем себя комфортней. Но как будто бы у меня, знаете, такое ощущение внутри, что как бы, ну не ощущение, а, наверное, мысли такие, что Бог один, и, в принципе, без разницы, как ты его будешь называть. Если ты при этом хороший человек, ты строишь хорошую жизнь, неважно, как ты его назовешь. Вот. Ну, из религиозной темы сразу перейдем к вашему знакомству и дальнейшего вашего переезда и знакомства с родителями. Вообще, учитывая, что ваша мама татарка, я думаю, уже легко приняли, да, ваш союз, нет? Нет, это было очень тяжело. Мои родители не принимали абсолютно, его родители абсолютно не принимали. Его мама всегда говорила, что у него мама из Аша, и мама всегда говорила родственникам, что он даже не то, что на Джалалабадской женится, он только на Ошской женится. Я вот ему выберу только Ошскую. Ему всегда говорили: ой, сейчас русскую найдет, приведет, и что ты будешь делать? Она всегда говорила: кудай сактасын, не дай бог. Ну, видимо, ангелы сделали аминь. Да. Но случилось так, что не русскую, но не кыргызскую привел. Но они были очень сильно против с двух сторон. Поэтому мы очень долго скрывали наши отношения. Года 3-4 мы скрывали, не рассказывали, потому что боялись реакции, не знали, как все будет. Вот, потом уже рассказали, и он, и я. Встретились с очень большим непониманием, с очень большими скандалами. Вот. Потом, наверное, как приняла его мама, в какой-то момент она подписалась на меня в Инстаграме, начала за мной следить, за моей жизнью, ну и как бы, наверное, увидела, что я неплохой человек, и как-то у нее потихоньку начало смягчаться сердце. Она, наверное, увидела отношение моего мужа ко мне и мое к нему. Ну и так как я татарка, я тоже очень всегда продуманно, хитро всегда проступала. Мы отправляли много подарков его родителям всегда из Китая. Я как-то с таким намерением, чтобы они видели мое отношение к ним. И вот потихоньку вот их отношение сгладилось. Мои родители... Мама приняла легче, папа очень тяжело принял. Мне кажется, что ему даже до сих пор вот... Я единственная их общий ребенок, самая младшая дочь. Я родилась, когда папе было 42 года, и я такой прям его вот отдушина такая. И он всегда мечтал, чтобы я всегда была рядом, чтобы я вышла замуж куда-то туда, чтобы вот рядом быть, чтобы приезжать. И ему было очень тяжело осознать, что вот все случилось не так, как он запланировал. И даже до сих пор ему достаточно тяжело это все принимается. Ну, можем предложить вашему отцу, чтобы он переехал сюда, чтобы быть рядом с вами. Нет, он на это точно не согласится. Он очень любит свою жизнь сейчас там, такую пенсионерскую, комфортную, вот, и, наверное, нет, сюда он уже, наверное, не приедет. Ну, вы сказали, что через 5 лет вы только приехали в Кыргызстан обратно, да? Да. Это связано с учебой или с чем? Нет, это связано с тем, что мы учились года 2-3, потом мы начали работать. Мы работали оптовыми байерами, отправляли товар на Дурдой. Я работала учителем английского в садике, и мы, получается, просто работали. Вот. И потом начались проблемы с визами уже в Китае, очень сильные. В этот момент мы уже поняли, что, нету смысла дальше столько денег, столько сил в это вкладывать, уже легче будет вернуться. И мы вернулись. Ну, вы к тому же еще и предприимчивые люди, да? Интересно, супруг ваш чем занимается? Он занимается Wildberries и производство женской одежды, у него цех. Чуть-чуть вернемся назад. Вы сказали, вы вот так легко начали общаться, и как бы все было в дружественной атмосфере, да? В начале. Да нет, если честно. Да? А кто первым сделал шаг? Да, знаете, вот наши отношения, это вот
там вот действительно там настолько не было логики, там настолько были просто вот эмоции, какие-то вот какие-то, я не знаю, феромоны, химия, что-то такое, что это было вот так вот по щелчку, как зажглось вот так вот. И вот мы как начали общаться и думали, что это все несерьезно, что сейчас подружим, разойдемся, и вот так вот все это будет. Но это как-то прям, и все, и это вот вылилось в семью, да. Но, наверное, это была какая-то там любовь с первого взгляда, что-то такое вот. И вот вы вернулись. Угу. Вы сперва по телефону уже уладили момент с родителями или уже как сюрприз на голову свалились? Нет, ситуация была такая, когда мы жили в Китае, получается, когда уже родители меня приняли его, он позвонил моему отцу, сказал, что я хочу сделать предложение, вот, люблю, не могу и так далее. В это же время он сказал об этом своим родителям, и родители, получается, его позвонили, а они же не думали, что мы вернемся. И они сказали, что вот мы благословляем вашу совместную жизнь, живите там, женитесь, рожайте детей и так далее, вот когда сможете, тогда приедете. Вот, он мне делает предложение, мы планируем жить там дальнейшую жизнь, не подозревая, да, что нас стукнет вот эта история с визами. Через какое-то время я забеременела, вот, и потом уже вот стукает вот эта вот вся история с визами, мы понимаем, что мы дальше не можем продолжать так жить, и мы приезжаем в Кыргызстан. Приехали мы в Кыргызстан, тут же у меня уже, кроме сестры, тут у меня уже больше никого нету, сестра, получается, это мамина дочь от первого брака. Вот, сводная моя сестра. И кроме сестры у меня тут, соответственно, никого нету, и куда мне ехать, кроме как к нему домой уже. Меня сразу с аэропорта забрали его родители, мы приехали, мы сами не ожидали, что все так сложится в таком ключе, потому что мы думали, что мы просто приедем и просто начнется жизнь обычная наша, но мы приехали, там начался это сутки в дороге, мы очень устали, 5 утра, что-то такое, и мы просто заходим, а там уже готовые люди, уже сарымай в рот надевают платок, уже начинается вся вот эта вот история, меня закрывают в комнате, пока вот эти вот все гости приходят, пока каждому 3 раза покланяешься, пока вот эта вот вся история произойдет, и вот такой вот был кипиш сразу же. Бывают вот ожидания и реальность. Какие были у вас ожидания? Вот вы наверняка не спали перед прилетом, да? Вот вы приземлились, увидели с родителями вживую, их реакция, ваша реакция. И какие эмоции были? Наверное, я думала, что будет все-таки тяжелее, что будет сложнее, что... знаете, вот я сейчас уже осмысливаю всю вот эту вот историю своей жизни, понимание, думаю, как все произошло, да, правильно ли я поступила, на правильном ли я месте и так далее. И вот я понимаю, что у меня такое чувство, как будто бы я изначально была рождена в кыргызской семье, настолько мне вот это все близко, настолько мне в этом всем комфортно, и это так произошло для меня мягко, как будто бы я действительно вот всю жизнь с этим росла. Мне не доставляло никаких неудобств вставать в 7 утра, наливать чай, носить платок. Вот это настолько вот органично влилось в мою жизнь. Хотя в моем доме вот меня родители всегда вот воспитывали всегда как принцессу, я не умела готовить вообще абсолютно, я не убиралась, у меня был какой-то вот столько вот любви, заботы было вокруг меня, лишь бы я ни до чего не дотрагивалась, ничего не делала, не напрягалась, мне не было сложно. И тут я сталкиваюсь с вот этой вот килинской жизнью, где наоборот, да, весь дом, грубо говоря, держится большой на мне, все его жители держатся на мне, и вот очень это органично влилось. Возможно, очень большое внимание в вашу сторону наверняка было. Да. Со всех, я сам из Жалабада, поэтому понимаю, все родственники, наверное, наблюдали, оценивали вас, ваши какие-то там действия, да. Каково вам было, понятное дело блогерства, но когда родственники твоего супруга вот так пристально наблюдают,
Какие вот у вас внутренние чувства? Мне очень сильно повезло с семьей мужа, несмотря на то, что они очень консервативная, такая традиционная семья, очень сильно. У них очень строго соблюдаются все традиции, но при этом вот вся семья, я всегда говорю, что вот мне очень повезло, они очень добрые, открытые, светлые люди, и никогда вот за 3 года вот совместной жизни, сколько я была в Джалабаде, да, там сколько в Бишкеке, сколько раз какие-то семейные посиделки, за все эти 3 года я вот ни от одного не услышала ни от одного упрека. Возможно, вот мне часто говорят, это потому что ты не кыргызская, они к тебе так снисходительно относятся, типа, ой, типа просто там что-нибудь поделай, не лезь, да, в этот, как это называется, в эпицентр событий, да, но не знаю, вот это из-за этого или из-за того, что меня любят действительно, или что, но вот всегда как-то ко мне открыто, с уважением, всегда так осторожно, мягко, никогда не было такого пристального вот взгляда, ты это делаешь не так, это так, вот всегда очень аккуратно. Вы наверняка уже до прилета, я так думаю, пересмотрели фильм «Супер невестка», да? Узбекский фильм есть такой. Блин, нет, я не смотрела. Но, знаете, я смотрела, я прям вбивала в Ютубе, как наливать чай, я прям вбивала, там, типа, делать поклоны или не делать. Я искала очень сильно в Инстаграме какие-то такие подобные истории, чтобы быть больше понимать, потому что мне же некому об этом рассказать. И, соответственно, старалась как-то сама найти информацию. А что вас именно в традициях, да? Вы же говорите, что люди консервативные. Что именно вас прям удивило, может быть, какие-то традиции? Очень сильно мне было непривычно от того, что, ну, муж с юга, что младших нужно называть на «вы». Это для меня было очень странно. В одно время я прям даже думала, что это унизительно. Потом я только поняла, что это какая-то субординация, что это... Ну, это, знаете, кто как на это смотрит. Кто-то как вы смотрите? Вот кто-то говорит, что это какое-то рабство, какое-то этот. Я думаю, что это больше о субординации, об уважении ко всем. Когда теряешь вот этот вот момент, опять же, субординации. Все равно, как бы ни было, Келин — это Келин, она никогда не будет дочерью в этой семье, прям как родная дочь, да. И когда Келин чуть-чуть теряет вот этот вот момент субординации, начинаются проблемы, да. В целом в семье. Да, потому что у себя дома со своими родителями там ты можешь быть арке, там ты можешь себя вести так, как ты хочешь, а в доме у родителей мужа нужно немножко соблюдать другое поведение. Ну, кроме этого, у кыргызов есть еще традиция, особенно в южных, мужа обычно по имени не зовут. Да, вот у нас мужа я называю по имени, но всех остальных по имени называть нельзя. И там, да, там у меня... Вот вы знаете, мне очень легко говорить «бала», но «кыз» мне вот до сих пор, вот для меня это очень... Мне прям тяжело вот сказать «кыз», это как-то вот прям сложно мне. Я не знаю, почему мне это сразу такая... сравнение, типа, эй, девочка, там, вот так вот, как-то для меня вот это звучит очень неуважительно. Типа с улицы ребята. Да, эй, девочка, вот так вот. И как-то вот я, знаете, обхожу вот эти вот моменты стороной. У меня дочь вот маленькая, и она сейчас вот начинает, не может же имя выговорить, и придумывает какие-то там клички, прозвища. Я вот этими вот кличками, прозвищами и называю девочек. Дочкиными. Да, которые она придумала. А как вы обращаетесь к родителям вашего мужа? Ата и апа. На кыргызском? Да. Насколько вы понимаете кыргызский язык уже? Ну, я хорошо понимаю. Прям в семейном вот это вот общении вы понимаете где-то 100%. Ну, не 100, но вот 80-90 я понимаю. А что мешает уже говорить на кыргызском? Вот мое стеснение. Ну, посмотрев ваши блоги, я бы не сказал, что вы стеснительны. На самом деле, я очень сильно закрытый человек. У меня нету друзей практически. Вот, наверное, 1-2 человека. Вообще у меня мой самый лучший друг — это мой муж, да, которому я все могу рассказывать. Я практически не выхожу из дома, кроме как на дела, какую-то работу или с детьми. То есть и блог — это вот мой способ самовыражения и общения с обществом, потому что в реальной жизни у меня этого нету. Вот. Мы перед подкастом чуть поговорили, вы сказали, что на самом деле очень много таких союзов межнациональных, межконфессиональных.
Что мешает им выходить из тени, да? Как вы думаете, что вам помогло? Ведение блога до этого или что-то другое? Вы имеете в виду... Да, вот открыться и рассказывать про семейное. Это же все равно, многие говорят, счастье любит тишину там, и так далее, да. А вы это все нараспашку открываете. Кроме вот этого момента, когда вы говорите, что у вас нет друзей, вы выражаетесь. Кроме этого, что еще помогает вам открываться и говорить? Наверное, поддержка родителей моего мужа. Они очень сильно меня поддерживают в сфере моего блогерства. Папа особенно, мама тоже в том числе. Они спокойно снимаются во всех моих роликах. Я даже, знаете, приезжаю к ним домой со своим штативом, папа говорит, ну что сегодня снимаем? Я ему сразу раскидываю, сейчас вот это, потом вот это. Он мне может сказать, давай я вот придумал тебе там, давай съездим вот туда вот снимем, вот так, давай вот тут вот снимем, Моника, давай вот сейчас вот этот контент классный получится, давай доставай телефон. Мама тоже спокойно вот с первого кадра, с первого дубля снимается. То есть они уже в теме? Они очень сильно меня поддерживают, очень сильно. Даже вот у меня недавно была реклама в начале лета, и по техническому заданию рекламы там была семейная обстановка, семья. Папа с мамой выехали с работы, оделись, переоделись красиво, приехали. Папа сначала съездил в одно заведение посмотреть, там атмосферу получится, там не получится. Потом говорит, нет, тут слишком темно, поехал в другое заведение. Потом мы приехали домой, дома пересняли. Он еще моего мобилографа учил, говорит, вот так, правильно, вот так. Они прям очень включены в этот процесс. Поэтому то, что они меня так поддерживают, это и помогает мне снимать. То есть ведение блога – это еще прибыльно в вашем Да. случае? Возможно, поэтому они в теме? Я думаю, что нет, потому что очень долгий промежуток времени мой блог не приносил мне денег, потому что он не рос. Я делала это, потому что мне просто это нравилось. Но они точно так же снимались, точно так же участвовали. Вот. Хорошее предложение для будущих келинок или уже настоящих. Учитесь зарабатывать, быть хорошей келинкой и в то же время зарабатывать деньги. Да, между прочим, на самом деле я с каждого семейного события вытаскиваю очень много контента, который я потом в дальнейшем могу монетизировать, да, с помощью там прихода подписчиков и так далее. Да, это, конечно, тяжелее, чем просто ты встретил гостей, это одно, а бегать везде со штативом, знаете, это так происходит, там в дверь кто-то стучится, новый гость, я говорю, подождите, бегу, ставлю штатив, открываю, мы целуемся, там приветствуемся, потом все сидят, я сначала забегаю со штативом, ставлю штатив, потом убегаю, потом выношу плов, да, вот, то есть это все очень тяжело, но это какой-то дополнительный мой интерес ко всем этим домашним посиделкам. Сейчас же время Ютуба, и люди, и старое поколение тоже подсели на Ютуб, да? И я точно знаю, посмотрев ваши контенты, что там эмоции не наиграны. Это вот ваша фишка, то, что вы эмоции через экран передаете, да, там не наигранно, вы не предупреждаете своих гостей, там, Аташку, Апашку. Да, ну, наверное, да. Ну, я вообще считаю, что сейчас в Инстаграм и вообще век интернета пришел к тому, что вот все должно быть натурально. Уже люди устали от вот этих вот зализанных красивых картинок, инстаграмных домов, от пафоса, от пафоса, от успешного успеха. Они хотят наблюдать уже обычную жизнь. И, наверное, это и есть секрет того, что мой блог так вырос, что я показываю реальную жизнь. Я даже не накладываю там где-то музыку, да, слышно, как люди смеются, как течет вода там и так далее. Да, вот настоящая действительно жизнь обычного человека. Вот смотрите, есть другие пары, которые задумываются о союзе, межнациональном союзе, да, и как вот они создали семью, у вас уже 8 лет опыта, как быть не кыргызской келинкой, как вести себя первоначально, там, как внутренне там, подготовить себя, какой совет вы дали бы? Мне кажется, в первую очередь нужно понимать, что ты выходишь замуж за своего мужа, а не за его семью, и что первостепенно вы должны наладить отношения с вашим мужем. Когда муж встает на защиту своей жены перед своей семьей, когда он показывает, что вот ее трогать нельзя лишний раз, да, с ней так разговаривать нельзя, так себя вести нельзя, мне кажется, и нападок будет меньше. Это первое. Второе, я думаю, что сейчас, я сейчас скажу, потом буду
меня будут хейтить. Сейчас такой век, вот, когда... Блин, давайте скажу, если что, потом вырежем, да? Скажете, потом захейтят меня за это или не захейтят, но в трессе меня отменят еще, блин. Сейчас такой век, когда вот женщины очень сильно пытаются освободиться, да, от всего на свете, что, да и мужчины в том числе, сейчас очень часто идет вот такая вот тема, что никто никому ничего не должен, что мы все свободные, открытые в прямом и в переносном, да, смысле, вот. Женщины очень сильно боятся каких-то семейных таких оков, они хотят какие-то свободные браки, почему-то они все смотрят в сторону Европы с мыслями, что там медом помазано, да, что там... Ну, грубо говоря, феминизм. Да. Вот, но знаете, феминизм, в моем понимании, это когда, зачем нужен феминизм? Это когда женщине меньше зарплату платят, да, чем мужчине. Это когда там женщину на работу не берут, когда ей не дают право пойти на выборы голосовать, да, вот в этом плане, да, вот это феминизм. А во всем остальном я все-таки за традиционную вот эту вот семью, и, наверное, что бы я посоветовала, понять и осознать, что там, где ты видишь ущемление, не всегда там есть это ущемление, да, можно копнуть глубже, увидеть в этом совсем другой абсолютный смысл, что на самом деле в этой культуре женщина на очень высоком месте находится, отношение к ней на очень высоком месте. Просто то, что ее скрывают от лишнего взгляда, что ее стараются защитить от каких-то лишних напряжений, работ и так далее, да, вот я даже не знаю, как это все объяснить и сказать, но в общем, нужно понять, что там, где ты, вот как я и сказала, там, где ты чувствуешь ущемление, возможно, там этого ущемления нету, это первое, и второе, если ты хочешь получить какие-то привилегии, нужно понимать, что будут какие-то жертвы в этом плане, да, то есть построить семью — это очень сложно построить семью, построить интернациональную семью еще сложнее, но если ты хочешь по итогу получать какие-то уважения родственников, там, помощь в каждый любой момент, да, когда тебе нужно будет, когда на твои семейные мероприятия будут приезжать все со всех там частей города и страны только чтобы приехать поздравить, или наоборот, вот, допустим, у нас недавно умерла Чунэне, на протяжении там стольких дней, изо дня в день приходили люди, и это тоже очень большой в этом смысл, что в кыргызской такой традиционной семье вот есть такая общность, да, что человек не остается один, но при этом для того, чтобы эта вся общность сохранялась, нам тоже нужно делать какие-то действия, килинкам в том числе, встречать гостей без уф, ах там и так далее, да, спокойно относиться к родителям, ко всем их приколам, ко всем их каким-то там сложностям и так далее. Вот. Блин, я нормально сказала? Да, классно, от ваших слов у меня мурашки по коже, потому что это на самом деле очень глубоко, и, естественно, вы говорите, не захейтят, наоборот. Да, вы думаете, потому что я уверен в этом. Потому что мне часто, вы знаете, 90% в комментариях под моими рилсами это о том, что я рабыня, о том, что как можно прожить свою жизнь так. Сколько у вас подписчиков? Почти 100 тысяч. Ну, после этого подкаста, иншаллах, будет еще больше, и больше будет людей, можно сказать, традиционно-консервативных взглядов. На самом деле, предыдущий гость мой, он был такой, можно сказать, ученый, исламский богослов, да? Он говорит, перефразируя то, что вы сказали, вот стакан, говорит, мы вот так уткнулись и не видим то, что вокруг. Да. Надо отойти, говорит, увидишь, что там не только стакан 100%. Грязный, а накрытый стол большой. Да. И вы знаете, очень вот это... У меня есть подписчица одна, очень моя такая преданная девочка, и она говорит, знаете, говорит, я до того, как вот увидела ваш блог, говорит, она живет с родителями мужа, она говорит, я прям каждый свой день ненавидела, я прям вставала и думала, господи, как вот так вот я живу, там, наливаю чай, там, вот это вот все, почему я не могу жить свободно, открыто, так, как все, и так далее. И говорит, я увидела ваш блог, и вы, говорит, изменили мою жизнь в том плане, что я увидела, что можно жить по-другому. Можно, оказывается, любить родителей, можно, оказывается, получать их любовь, можно, оказывается, вместе совместные какие-то дела делать, да, и при этом жить в мире, согласии.
Я вам, наверное, открою новое слово в кыргызском языке. Каниет. Знали такое слово? Я слышала, но... Что вы думаете это? Блин, я не знаю. Ну вот то, что вы все сказали, кыргызы, они же кочевой народ, они любили коротко говорить. Иногда там короткими словами, иногда все объяснения они в 2 словах объясняли, иногда одним словом. Каниет — это довольствоваться всем тем, что есть. Да. Да, и вот, в общем-то, секрет, да, того, что мне вот пишут такие комментарии, и я искренне, да, вот искренне не понимаю того, когда я говорю, я так кайфую от вот этой вот сельской атмосферы, от вот этих тоев, и мне пишут, как вы там можете кайфовать, а я искренне не понимаю, вот как можно по-другому. То есть у нас вот в семье, когда какой-то той или что-то такое, это такая атмосфера, то есть все вокруг смеются, кто-то бегает, кто-то какие-то шутки, кто-то плов, кто-то мясо, вот это вот кто-то за детьми смотрит, кто-то там, пока я посуду мою, мне там булочку в рот засунет, что я там голодная не ходила, да, и вот эта вот вся общность, что мы даже там вечером спать ложимся, у нас там 100 тушёков вот этих вот стоят, и мы всей толпой там ложимся спать, и я вот не понимаю, как можно от этого не получать удовольствие, и вот какого-то вайба, вот этой вот общности, семьи, сближения и так далее. Но почему-то много кто в этом видит наоборот, да, то есть как там встречать гостей, как вы можете получать от этого удовольствие, вот, ну вот, в общем, вот. Дорогие девочки, келинки, учитесь, настоящая европейка, можно сказать. Блин, меня точно захейтят, точно. Настоящая европейка учит нашим девочкам получать удовольствие от келинской жизни. Но все, конечно, не только же от девочек зависит. Бывают и семьи, конечно, бывают. Да, я к этому и хочу прийти сейчас. Допустим, в моем наблюдении, с ваших слов, я понимаю, что здесь большая заслуга вашего супруга. Да. И тут, естественно, должен прозвучать совет для наших джигитов, которые хотят взять в жены из других национальностей, из других стран. Каким он должен быть? Что он должен делать, чтобы она вот получала удовольствие даже от сельской, от горной жизни? Самое главное, наверное, любить, так как меня любит муж. Я не знаю, мне иногда даже страшно становится, да, насколько вот у него такая искренняя, открытая, вот такая огромная любовь ко мне. И я у него всегда стою на первом месте. Наверное, вот эта вот сепарация от семьи, осознание, что теперь твоя семья, самое главное, это твоя жена, твои дети, понимать, что от тебя зависит отношение твоей жены с твоей мамой, отношение твоей жены с твоими там братьями и сестрами, как ты изначально поставишь рамки, куда маме можно, куда маме нельзя, куда жене можно, куда нельзя, так дальше и будет вся история двигаться. Вы классное слово сказали, сепарация. На самом деле, мне кажется, это сейчас проблема многих мужчин. Да. В вашем наблюдении? У меня был рилс один, где я показывала жизнь с родителями и жизнь без родителей. Все равно я считаю, что молодой семье, да, действительно необходимо пожить с родителями, но мне кажется, что если родители не больные, не старые, а достаточно молодые, могут сами за собой поухаживать, молодой семье все-таки нужно жить отдельно, не потому что невестке тяжело, не потому что келинке тяжело, а потому что необходимо вот молодой семье вот эта вот сепарация от родителей, осознание, что мы теперь отдельная семья, осознание, что мужчине нужно осознание, что он не сын больше в этом доме, а он главный, да, потому что все равно, когда ты живешь в доме родителей, ты все равно стоишь позицию сына, все равно. Ты никогда не будешь главным в этом доме, пока ты в этом доме живешь с родителями, да, вот. Мужчине это необходимо для личностного роста, мне кажется. И женщине в том числе тоже хочется в какой-то хотя бы определенный промежуток своей жизни чувствовать себя хозяйкой в доме, построить свой быт какой-то. Поэтому мне кажется, что сепарация от родителей необходима обязательно. Но, конечно, бывают случаи, когда родители старые, когда родители больные, когда, например, это единственный сын, да, у родителей. В таком случае, надо как-нибудь... А сколько братьев и сестер вашего супруга? У него 2 сестренки и 1 братишка. То есть вы старшая? Я старшая. Держитесь, впереди вас ждут аусынки. Да. Вы, наверное, наслышаны уже. Да. Какой пример хотите дать вашим аусынкам?
будущем. Мне недавно муж говорил, он говорит, вот скоро вот он женится, братишка говорит, вот он женится, ты же будешь женешкой, тебе вот надо будет ее везде там напрягать же ее надо будет, вот по правилам тебе надо будет ее напрягать, вот надо будет, чтобы она там бегала, то есть, да, я говорю, блин, кума, это, учитывая, какая я, вот, да, максимально неконфликтный человек, почему-то у меня такое ощущение, что это она придет, и она мне будет говорить, Женя, вот это сделайте, там, я вот так вот не успеваю, а я даже ей сказать ничего не смогу, мне почему-то кажется, что будет вот так вот. Мне кажется, что это меня будут гонять еще. Вам кажется. Вы приживетесь, научитесь, и это все придет само собой, командовать. Ой, не знаю. Ну, все классно. Еще какие советы? Ваш муж, кроме того, что он должен быть мостом. Вы наверняка почувствовали вот этот момент, когда муж ограничил, тем более, когда он конфликтовал с родителями, да, по поводу вашего семейного союза. И наверняка был определенный момент, когда вы подумали, он за меня заступается, значит, он мой человек, да, когда вы еще не приехали. Такого одного момента не было, в принципе. Вообще мы в Китае прожили очень такую сложную жизнь, в том плане, что мы тоже очень рано сепарировались от родителей, очень рано начали обеспечивать себя сами, уже вот с 20 лет, с 19-20 лет мы уже начали работать, обеспечивать себя сами, и нам это тоже нелегко далось. Был период, когда мы жили вместе с мужем в общежитии для рабочих в Гуанчжоу, если вы знаете, это очень страшный вообще. Вот у нас окно из дома, и вот соседний дом окно, и вот мы могли просто руку пожать человеку с соседнего окна, то есть там абсолютно нету воздуха, крысы. Человейники. Да, крысы, эти тараканы огромные, когда заходишь домой, нужно было вот так вот ногами постучать, чтобы крысы разбежались вот так вот. Вот, у нас, грубо говоря, даже не было унитаза, да, там была просто дырка вот такая вот, и все. И вот мы вот с таких вот моментов вместе поднимались. И когда начинался какой-то разговор у родственников моего мужа с ним, то, что как ты там будешь на ней жениться там и так далее, он всегда говорил, что она вот со мной вот с такого вот низа поднимается, она меня вот во всех моих смыслах принимает и любит, и поддерживает, вместе со мной работает, и с крысами под одной крышей живет, как я могу вот не жениться, и как вы мне можете такие вещи говорить? И вот. И как бы вот не было такого определенного момента, он всегда просто так себя вел, всегда показывал мне, что вот я и наша семья, она в приоритете стоит. Ну, ваша местность, где живет семья вашего супруга, это более уже горная местность. Да. Наверняка они летом выезжают на Джайло. Или нет? Ну, в основном нет. Ну, вы были на Джайло? Нет. Я была... Джайло — это вот где вот прям юрты, да, нет. Да. В юртах не ночевали нет. еще? Нет. Но это в любом случае лучше, чем вот эти вот китайские человеки. Да, мне уже после этого ничего не страшно. И с кыргызской кухни, она не такая богатая, но все равно из кыргызской кухни. Что вы умеете готовить на сегодняшний день? Да я все в принципе умею готовить, просто я не очень это люблю, но умею все. Почему не любите? Ну вот как-то не сложилось, я больше по уборке, вот мне легче убраться, чем приготовить. В целом по готовке вы не профи. Да, вот как-то вот не особо я это люблю. А в целом конину едите? Да, очень жалко, но ем. А верхом кататься? Да, кстати, я очень люблю, но боюсь. Каждый раз мне очень страшно, и вот это была моя такая мечта, и вот мне муж недавно подарил обучение на 2 месяца верховой езде. Вот я вот со следующей недели начну ходить уже. На Колым что попросили? Когда приехала моя мама, они встретились, и вот мой кайната спросил, он сказал, что вы хотите в Колым, и мама тогда сказала, что мне ничего не нужно, вот самое главное оплата будет, если вот моя дочь будет счастлива. И вот мой ата, вот он до сих пор вспоминает эту историю всегда, и он всегда рассказывает о том, что вот Колым не взяли и попросили, чтобы самое главное, чтобы дочь была счастлива. Никогда не поздно. Можете попросить скакуна? Наверное, да, со временем попрошу. Нет, не на Колым, я больше, наверное, на Махар попрошу, потому что когда у нас было Нике, у меня спросили, что ты хочешь на Махар, я сказала ничего, потому что я как-то не думала об этом. И тогда вот Молдо сказал, что
мужу сказала, что ты сам выберешь, что ты считаешь нужным, и сам подаришь. Вот прошло 3 года, он мне еще ничего не подарил. Ну вот. Попрошу действительно, да, лошадь себе. Вот вы мне сейчас идею подали, да. Да, супругу, если вы смотрите, скакуна. Да. Классно. Еще какие традиции вас удивили или восхитили, я не знаю, с какой стороны. Есть все равно какие-то традиции, в которых вы не понимаете сути. Зачем это, да, в принципе? Меня очень вообще, мы уже об этом говорили, но меня очень смешит традиция вот именно вот эта вот тема с тем, чтобы не называть имена, вот, и как изощряются килинки в этом плане. Вот, например, у Джалабади моего кайната зовут так, как называется чай, вот название чая есть. И вот килинки в этом селе говорят не название этого чая, они говорят чонатасы чай, там вот так вот говорят, да, то есть меня это всегда очень смешит, как вот женщины изощряются, чтобы не назвать вот это вот. Меня всегда, когда моя мама, апа собирается со своими абысынками, как они разговаривают, это тоже очень смешно, как просто, как, знаете, азбука Морзе, там столько, они вот каждое имя, они придумали свое какое-то значение, да, вот, чтобы не называть это имя, и там действительно даже не разберешься, о ком речь идет, только они между собой это понимают. Ну, нашим кыргызским килинкам еще повезло, потому что на Кавказе, особенно у чеченцев, даже своих детей, сыновей по имени не называют. Да, и на «вы» разговаривают с ними, да? Да, это удивительно вообще. Поэтому в этом смысле вам повезло. Да. Что еще расскажете? Но все равно, знаете, как будто бы вот вы говорите про Кавказ, но вот я не знаю, вот это что за во мне какой-то мазохизм, да, или что это такое, но почему-то, короче, чем больше вот этих вот ограничений, каких-то вот таких вот этих, тем больше мне вот привлекает и увлекает вот эта вот культура, да. Не, на самом деле классно получается, потому что, возможно, ваш... Да, мой папа, я ему не скину ссылку на это интервью. Почему? Вот мой папа очень такой Он мне говорил, я не хочу, чтобы ты выходила замуж, пока ты не закончишь магистратуру, не построишь свою карьеру. Для него страшный сон вообще, что я сижу дома с детьми, наливаю чай. Он вот именно вот таких европейских взглядов, что женщина должна быть твердо стоящая на ногах, зарабатывающая, вот это вот все. А откуда тогда у вас взгляд? Вот я не знаю. Более восточный? Вот я не знаю. Я тоже долго анализирую, думаю. Вот у меня есть 2 варианта. Первое — это то, что в нашей семье не было такого сообщности вот этой восточной, да, вот такого вот какого-то восточного такого вот направления, да, вот мы как-то было так, что каждая вот эта ячейка сама по себе была, да. Другая моя теория — это то, что из-за того, что мой папа вот такой вот, и он всегда у меня очень тяжелый отец, блин, у меня волос сейчас, очень строгий у меня отец, очень тяжелый человек. И мне, возможно, это был в какой-то период моей жизни протест, что я вышла замуж за кыргыза, что вот это вот все, это, знаете, вот я иногда думаю, может быть, это я как-то пыталась делать не так, как он говорит. Ну, наоборот же говорят, когда у тебя все из семьи, да, когда у тебя в семье вот нету общности, ты тоже к этому привыкаешь и к этому тянешься. У вас как-то наоборот возможно, ваши подруги, вы видели где-то соседские там семьи, да, где вот такие вот сборы, общность. Блин, нет. Нет? Нигде такого не было, да. Мы собирались там на один праздник в году, там на Новый год или на Айт, и все. Больше мы не собирались практически никогда. А на сегодняшний день ваша мама в Кыргызстане или? Нет, она в Литве. В Литве. Да. Часто приезжают? Нет, они приезжали на нашу свадьбу. Мама только приезжала. Папа с момента, как я тут, он еще ни разу не приезжал. Мама приезжала на свадьбу, мама приезжала на рождение сына вот недавно, год назад. У вас 2 детей? Да. Старшему? Старший 2 года, младшему год. Вчера исполнился. Так, давайте перейдем к традиции. У нас есть классная традиция у кыргызов, это бешики. Угу. Вы убаюкиваете детей? Нет, я против. Почему? Я считаю, что это, во-первых, ну вот я смотрю про такую вот физиологию людей и так далее, что ребенку все равно нужно место, чтобы двигаться, он должен ощущать себя в пространстве, что привязывать это. Да, он хорошо спит, но все равно плюс еще потом голова плоская.
да, поэтому я против. У кыргызов и у казахов это же традиция бешик. Ага. И когда же ты на бешик ложишь ребенка, ты обязательно его так крепко Да, привязываешь, ноги обязательно, да. руки. И когда мы у бабушек спрашиваем, они знаете, что отвечают? Вы знаете, слышали, чтобы ноги были ровными. Да. И есть такая шутка, только во всем мире все кривоногие, только кыргызы и казахские дети с ровными ногами, да? Да. Но в Бишкеке просто очень хорошо спят. Дети по 4-5 часов могут спать. Конечно, раньше это было очень удобно, тогда же очень много работы было у женщины, очень много забот. Конечно, легче вот так привязать, он спокойно спит, ты делаешь свои дела. А сейчас, мне кажется, тоже не актуально. Ну, наверняка это подчеркивает просто древность народа, потому что в такое древнее время придумать вот такое, Да. это на самом деле круто, но время берет свое, да. Да. Теперь перейдем к вашим повседневным заботам Келинки, да? Как у вас утро начинается? Вы сказали в 7 утра. Мы жили с родителями мужа 1,5 года. Без перерыва? Без перерыва мы жили 1,5 года, потом мы съехали. Вот сейчас мы живем отдельно. Когда мы жили с родителями мужа, до того, как я родила дочь, я вставала в 7 утра каждый день. Когда у нас приезжала к нам гостить Чоненешка, бывало, что я и раньше, бывало, что я вообще ночью в туалет выхожу, а она там встает, допустим, намаз читать. Я возвращаюсь, надеваю платок, платье, иду, там чай наливаю туда-сюда, и в 4, и в 5. Вот. В основном вставала в 7, родителей проводить на работу, чай, не чай и так далее. Там у нас братишки в школу, пока с ним там разберешься, пока там вот это вот все, они уходят, и потом уже начинается, я жду просто до вечера, пока все придут. К вечеру, чтобы была еда и было дома убрано. В принципе, было несложно, потому что я досыпала еще в течение дня. Родители работали, дома их не было, вот, поэтому успевала. Ну, за это время, что за 1,5 года, ни разу не случались семейные казусы какие-то там? Казусы, наверное, нет. Но больше было таких смешных моментов интересных. Бытовых. Бытовых, да, как я, допустим, однажды сожгла им подоконник случайно, да, тоже. Очень боялась реакции мамы. Она, видимо, тоже не поняла, как реагировать. Она просто такая, это что? Я такая, я сожгла. Она так, и ушла. А как так получилось? Я просто очень горячую сковородку. Я же говорю, я же росла в семье вот такой арке. Я же вообще вот, я даже вот когда я замуж вышла, я звонила маме, спрашивала там, как яйца варить, как макароны варить. То есть я абсолютно ничего не знала. И почему-то в моей голове не сложилась вот эта цепочка, что если положить горячую раскаленную сковородку на пластиковый подоконник, что она расплавится. Почему-то я об этом не подумала. Ну, надеюсь, возместили? Нет. Это моя метка в этом доме стоит. Это будущим невесткам, да, моим. Да, что мое присутствие всегда есть. За скотом. Скот держит? Нет, ни в Джалабаде, ни в городе. Вы пробовали? Вы хотите попробовать подоить корову? Нет? Нет. Почему? Молоко любите? Ну, вот такое прям с коровой нет. Нет, я очень боюсь их всех. Прям близко к ним подходить, боюсь. Ну, вот. Со скакуном как собираетесь? Вот еле как я вот с лошадью. Очень тяжело, мне надо час, мне нужно просто, вот мне полчаса надо, во-первых, рядом постоять, понять, что он не собирается там меня пнуть там и так далее, потом залезть, посидеть на нем еще полчаса, и потом только я вот готова ехать. А сейчас вот вы сепарировали, живете отдельно в Бишкеке? Да. Как часто ездите домой? К родителям? Да. У него очень занятые родители, они очень рано уходят, очень поздно приходят, поэтому не часто получается у нас встречаться, но насколько это возможно, я езжу чаще, чем мой муж, намного чаще. С чем это связано? Вот он такой вот прям у меня супер сепарированный. Вы, наверное, больше общаетесь Я еще, больше общаюсь с ними, чем мой муж общается с ними, да. А в целом, вот, допустим, есть еще такой момент, что мужчина же голова всему, да, он должен определять, куда семья движется. Ваш отец, увидев вашего мужа, что он такой супер сепарированный, такой ваш выбор, он до сих пор не
не одобряет ваш Вот у меня брак? очень... Нет, ну как не одобряет? Он принял уже, он очень любит наших детей, он принял его в том числе. Даже вот в первый раз, когда мы поехали в Литву с моим мужем, для того, чтобы он познакомился с папой, тогда папа тоже, там, они, конечно, в десна не целовались, да, такая, еще была такая чуть мужская такая, вот знаете, напряжение между ними чувствовалось такое вот. И вот второй раз мы планируем ехать, и мой папа спрашивает, кума приедет? Я говорю, да, приедет. И мой папа, оказывается, потом сказал маме, говорит, ничего себе, говорит, я не ожидал, говорит, что он еще раз попробует вернуться, что вот так вот он осмелится там и так далее, а он вот такой вот настырный, мне это нравится. Вот. Он принял, он как-то, вот знаете, принимает, но не особо, мне кажется, он, наверное, хотел для меня, может быть, такой жизни. Вот сейчас, когда у меня есть дети, я понимаю, я вчера буквально мужу своему говорила, я говорю, блин, вот Осману у нас сейчас год, да, я говорю, блин, я прекрасно понимаю, что ему как мужчине нужно в этой жизни столкнуться с трудностями, да, жизненными, чтобы он должен там, потому что мужчину закаляют именно вот эти трудности, он должен пройти это, но я как мать, я так хочу, чтобы у него вот вся жизнь была вот как вот белый лист просто, чтобы ничего его в этой жизни не тревожило, чтобы ни одна слезинка, да, у него никогда не упала, вот, и сейчас я вот своих родителей понимаю тоже, что просто моему папе кажется, что все это не для меня, что это тяжелая жизнь. Он видел меня вот белоручкой, там, сидящей в офисе, да, совсем не в таком смысле. И больше это от любви, наверное, ко мне. У вас есть дочь, Да. вы уже мать. Да. Теперь вы, в свою очередь, это быстро пролетит это время, когда она уже вырастет. И если она выберет себе жениха против ваших взглядов, как вы отреагируете? Ой, блин, я сейчас вот, наверное, не знаю, как я по итогу отреагирую, но, наверное, вот самое главное для меня, чтобы она была счастливая, чтобы ее никто не обижал, но все равно дети но я все равно, у меня есть какие-то критерии, да, что до 25 лет я ее замуж, наверное, не отдам, потому что все равно до 25 лет человек трезво оценивать ситуацию мало когда может, да, он может выйти замуж по каким-то эмоциям только за плохого человека, да, ему очень легко можно на уши насесть девочки там 18 лет, да, потом и очень страдать она будет. И вот такие вот моменты, наверное, я буду за то, что вот в осознанном возрасте выходи за кого хочешь, если ты его любишь. А вы во сколько вышли замуж? Я в 22. С 18 лет. Ну, кума, наверное, хорошо поцеловал на ухо. Да, он же южный. Он очень хорошо разговаривает. А при чем тут южный? Они же очень хитрые, очень такие Как и татарки, да? Да, как и татарки. Я где-то еще прочитал, что вы в аэропорту Манас, вы именно делали предложение. Нет, я не предложение делала, я ему призналась в любви сама первая. Это было вот полгода, как у нас были какие-то отношения, и вот мы стояли в аэропорту, и почему-то именно в этот момент я почувствовала, что мне кажется, что я его люблю. А до этого у вас какие-то непонятные отношения Нет, были, да? мы как-то встречались, но, знаете, мы понимали, что наши родители против, мы понимали, что ничего дальнейшего не будет, и мы старались как-то сильно друг к другу не привязываться. Нам было очень хорошо друг с другом, очень классно, очень интересно, но мы вот с болью старались не привязываться. И вот я в этот момент стояла в аэропорту и думала, блин, вот что-то, походу, все-таки люблю. А что сподвигло вот к этим эмоциям, да, допустим? Может, до этого какая-то история была? Да нет, ничего, это просто вот наши отношения, и вот просто, вот я говорю, вот нету никакой логики во всей нашей истории, абсолютно, это как-то вот все само произошло. В самом начале вы начали говорить, что это вот прям сверху какое-то там, да, благословение. Да. В чем еще проявляется это, как вот? Да, вообще во всем вот нам часто мы с мужем разговариваем о том, что у нас такое чувство, что мы единственная нормальная семья вообще на свете, да, видя все вот эти вот разводы, ссоры, скандалы. У нас как-то так сложилось, что вот мы спустя даже вот 8 лет, да, вот таких вот отношений, спустя столько всего мы прошли с ним, спустя детей и так далее, вот все равно то, как мы друг друга любим, то, как мы друг к другу относимся, это
то, как мы растем рядом друг с другом, да, у нас нету я, у нас осталось только мы. Это все какое-то вот, как будто бы нас действительно как-то вот ведут. У кыргызов еще есть, особенно у родителей мужа такой. А, Вот, вот эта девочка приглядывалась мне, я хотел вот за него Ага. засватать вот эту девочку, да, именно вот, с такими намеками к Да, да. Илинкам обращаются, да, чтобы они не расслаблялись. Вам показывали таких девочек по селу? Нет, нет. Как вы справляетесь с ревностью Ну, мы вообще оба не ревнивые. вообще? Вообще не ревнивые. Вот за 8 лет, чтобы вы понимали, у нас у обоих есть пароли просто от всех наших там соцсетей, от всех телефонов. Вот наши телефоны, они вот в доступе друг у друга 24/7. У нас нету абсолютно никаких там секретов, абсолютно никаких там э, друг от друга закрытых вещей. И какое-то у нас вот такое вот доверие друг к другу, что вот как-то вот нету, абсолютно нету повода. За 8 лет не было ни разу ни повода ни с его стороны, ни с моей стороны. Ну, еще в каждой кыргызской семье есть такая заезжая тема, типа, когда дети подрастут и начнут спрашивать там у родителей, а как вы познакомились? Всегда отцы отвечают, ваша Мама мама бегала, бегала да, за да, мной. это везде, мне кажется, есть Но в такое. вашем случае это уже прям так и есть. Да, блин, наверное, я не скажу, что я там бегала за какими-то отношениями, просто вот Ну, так все просто вот было. эти ярлыки же остались. Это, знаете, это было так по-детски, все искренне, открыто. Вот это просто вот мы вот как-то это вот действительно как открытая книга. У нас в отношениях не было такого, что он за мной ухаживал, чтобы он там ходил за мной, дарил цветы, чтобы я ему сказала да, чтобы я вышла на первую встречу. У нас вот настолько все было вот действительно вот как у школьников, как у подростков, вот так вот легко и просто. И, соответственно, и потом вот эти вот признания в любви и дальнейшее вот тоже как-то просто все пошло без каких-то вот таких вот безэмоциональных качелей и вот этих вот всех вещей. Давайте коснемся темы свекрови. Мгм. Это вот прям запретная, наверное, тема для келинок, Мгм. когда аусынки закрываются в комнате или там возле печи и готовят и начинают там шушукаться про злую Мгм. свекровь. В вашем случае, в целом, ваше наблюдение про вот эту вот иерархию хайнинешек в кыргызской. Мгм. Что вы думаете, что вы почувствовали? Ну вот, наверное, одна из причин, почему мне получилось так легко вот влиться, это тоже моя апа, потому что не знаю я, как так получилось, она очень такая властная женщина, очень тоже такой у нее характер серьезный, да, она всю жизнь в бизнесе, всю жизнь в работе, но как-то она меня тоже, знаете, с любовью, с открытым сердцем приняла. Никогда мне ничего, опять же, не говорила, ни одного слова за 3 года, ни одного упрека никакого не было. И благодаря тому, что вот она вот так вот меня приняла, и мне легко сложилось. Но я думаю, что, наверное, да, наверное, если бы у меня была тяжелая такая сложная свекровь, если бы у нас были бы какие-то сложные отношения, возможно, все сложилось бы по-другому. В целом, в кыргызском менталитете кайнене это вот, допустим, ну, в последнее время так сложилось, что стереотипное мышление у многих женщин это вот кайнене это злая женщина. Злая женщина, которая хочет поработить молодой келин. Э, Ваше наблюдение еще, допустим, не учитывая вашу семью, да, там, допустим, вы наверняка мониторите, видите, что происходит в обществе. Что вы бы хотели донести до келины, как поступать? Вот, знаете, я такого мнения придерживаюсь, что ты получаешь то, что ты уже имеешь, да? То есть то, что ты имеешь внутри, то, что ты сама, это ты будет проецироваться в твоем вот внешнем мире, Отражение. отражаться, да. То есть если ты внутри хороший человек, если вот ты открыто ко всем относишься, если вот так вот все по-хорошему у тебя все происходит, то к тебе и будут такие люди приходить везде. Но я часто говорю о том, что девочкам нужно жить по совести, так как они считают нужным, чтобы было хорошо, правильно, по-доброму. Если это не оценивают, это в любом случае останется просто на их вот в их душах,
мы туда никак залезть в любом случае не сможем, повлиять не сможем. Самое главное, что перед собой чисты будем. Вот. Поэтому это первое. Второе, когда ты становишься мамой сына, ты понимаешь, да, как тяжело, оказывается, когда-то в какой-то момент доверить свою сыночку-присыночку, да, в руки другой женщины, как страшно, что эта другая женщина сможет что-то сделать с этой жизнью, да, потому что вот так вот ты с рождения его вот холишь, лелеешь, и потом вот приходится передавать дальше, да, в чужие руки. Поэтому я свою свекровь тоже с момента, вот как я родила ребенка, я тоже ей говорила о том, что, блин, апа, я вас так хорошо сейчас понимаю, да, почему вам было так тяжело, так сложно меня принять, почему вы так сильно боялись. Это не от того, что она меня конкретно не хотела, не от того, что там со мной у нее какие-то... Это просто материнский вот этот вот страх за дальнейшее будущее своего ребенка. И тут опять нужно, чтобы мужчина просто... сепарированный мужчина донес до мамы о том, что он вырос, что он сделал правильный выбор, мам, не переживай, все хорошо, я несу ответственность за все. Тогда мамы расслабляются и становится легче. Когда мужчина не сепарируется, тогда мамы всегда лезут в жизнь молодоженов, всегда. Ну, раз мы уже зашли в эту тему, будет грехом, если мы не спросим у вас какую-то прикольную историю, связанную с вашей свекровью. Блин, сейчас подумаю. Вот вы знаете, у меня не было особо таких прикольных прям историй. У нас со свекровью не такие отношения, что мы с ней прям подружки. У нас такая прям из-за того, что у нас такая очень традиционная семья, у нас очень сильная такая вот субординация друг с другом. Мне очень тяжело со свекровью лишний раз пошутить чуть-чуть, потому что я как-то боюсь перейти грань. Поэтому, наверное, у нас таких историй не было. Мы вот по-доброму, по-милому можем обсуждать вот детей, какие-то истории, но вот так вот прям вот, чтобы у нас шутки какие-то, вот такие вот, такого не было у нас. А какие советы она дает вам? Наверняка она понимает, что вы пришли в другую культуру, и, наверное, какие-то подсказки давала там, которые запомнились вам, возможно, всю жизнь. У апа моей очень такая вот, знаете, в голове построенная очень сильная иерархия семьи, о том, что вот отец — это вот голова, причем для меня это всегда было очень удивительно, потому что у нас было, в моей семье было построено так: папа все самое лучшее, все самое там вкусное, все самое красивое сначала вот маме и детям, потом вот что останется, то останется папе. У нас вот так вот всегда было, да. То есть у нас всегда вперед на первых местах стояли дети, потом мама и потом вот папа, да, то есть у нас как-то вот так вот сложилось. А в этой семье вот у нас вот мама всегда вот, допустим, готовит кушать, первая тарелка самых таких больших кусков, самых вкусных кусков сначала папе откладывается, даже если папа на работе, папа потом придет, папа будет это есть. Если там допустим, там папа пришел, там оставил вещи, чтобы их потом постирали, не дай бог эти вещи будут лежать на полу, потому что мужские вещи, они должны вот лежать где-то там наверху, да. Мужчину никогда не привлекать к домашним каким-то там делам, там не приготовить, не помыть посуду, ничего такого, да, то есть это все вокруг него должна создавать женщина. То есть вот у моей мамы вот такая вот сильная иерархия построенная, вот у апа моей. И наверное, вот это тоже мне с какой-то стороны помогло больше понять своего мужа. Вот почему еще, наверное, пошло на пользу нам совместная жизнь с родителями, потому что я поняла просто, откуда ноги растут во многих моментах. То есть если я где-то думала, что это муж мой, там какой-то там такой странный человек, там, или что-то у него, он от того, что он плохой, хочет что-то сделать, да, то тут потом я поняла, что это просто вот воспитание. Это воспитание, он приучен был так жить, и сейчас я просто понимая это, то, что он был так приучен, просто обхожу углы, да, чтобы не стукнуться в эти моменты. А наверняка вы какие-то там советы спрашивали до приезда, там, как подкупить свекровь, там, допустим, у своей мамы, возможно, учитывая, что она татарка. Да нет, не спрашивала. Никак? Нет, не было. Только в помощь интернета? Да, такого, чтобы я не спрашивала. То есть ни разу не сожгли утюгом вещи вашей свекрови? Нет, ни разу такого не было. Вот, как-то обошлось.
Но я принимаю то, что я не идеальная, Келин, вообще. С момента, как родилась моя дочь, она ночами не спала, мои вот эти вот подъемы в 7 утра, они прекратились, потому что я физически не вывозила, да, всю эту историю. Соответственно, она еще была очень ручным ребенком, очень капризным ребенком, и по дому я переставала очень сильно успевать, и да, и вообще, в принципе, я не была такой, знаете, вот бывает же тынки Лина, она там и на руках, и ребенок, и плов, и там ногой пылесосит, вот у меня такого никогда не было. Но как-то вот мама меня и такой приняла. Ну, наверное, это урок отношений, ваши отношения со свекровью тоже урок для многих семей, потому что многие видят на самом деле так, многие свекрови на самом деле видят в своих келинках это вот рабыню. Да. Возможно, ваши хейтеры оттуда вы и пришли. Еще, знаете, основная проблема вот свекрови то, что вот почему-то у нас женщины, да, вот не знаю, как в мужском обществе, но в женском обществе так построено, что я мучилась, и ты должна мучиться, да. Вот я через это прошла, и ты должна через это пройти. Как-то вот свекровям очень тяжело понимать, что видеть, что сейчас быт облегчен, что у ее невестки может быть там няня, там работница и так далее, и почему-то очень хочется, чтобы она прошла тоже, да, через все вот эти вот сложности. Ну, тоже неправильно. А вашу няню как приняла ваша свекровь? Ну, моя свекровь сама с нянями жила. Она же всю жизнь в бизнесе, в работе, поэтому она в этом плане такая более современная. Классная история на самом деле. Окей, мы довольно вот развернуто раскрыли вашу семейную жизнь, ваше знакомство, да? Давайте теперь перейдем к предпринимательству. Угу. Вы сказали, что в основном у вас ваш блог это про жизнь, повседневную жизнь келинки, да? Ну, повседневная жизнь невестки в кыргызской семье, да. Да. Если не секрет, сколько можно зарабатывать, ведя блог и еще показывать просто в свою повседневную жизнь? Очень много. Блогеры зарабатывают действительно очень много. Чем больше блог, тем больше он зарабатывает, блогер. То есть просто я хочу, чтобы наши келинки, которые дома сидят, и я понимаю, это очень тяжело, депрессия, там, детей воспитывать, да, мужчинам только максимум час-два хватает посидеть с детьми, а женщины сидят там целыми годами, да, там. Поэтому если, возможно, кто-то сидит сейчас и смотрит нас, и хочет начать свой блог вести, с чего начать? Вообще я всех женщин, вот, которые вот приходят с таким, мне очень часто пишут, там, я развелась с мужем, что мне дальше делать, я там засиделась в декрете, что мне дальше делать, я всем говорю, всем советую открыть свой блог. Потому что сейчас на данный момент, опять же, вот как я и говорила, Инстаграм пришел он к натуральности, к настоящести. Уже не нужно иметь мобилографов, видеографов, там какие-то обучения проходить для того, чтобы снимать видео. Не нужно создавать красивый какой-то визуал, эстетику. Да? Люди хотят видеть настоящую реальную жизнь. Поэтому сейчас на данный момент открыть блог и монетизировать его стало очень легко и просто. Очень просто можно вырасти, показывая настоящую жизнь. Особенно, если ты живешь в селе, особенно, если ты живешь с родителями мужа, очень легко можно. То есть эта ниша еще свободна? Она абсолютно свободна. Вообще, в принципе, по статистике, из 100% людей 97% потребители контента, и только 3% создатели этого контента. Соответственно, очень много места в этой нише. Ну, ваш супруг занимается вайлдберрисом, вы ведете блог, кто больше зарабатывает? Ну, конечно, он. То есть это тоже имеет значение большое в кыргызской семье. Почему? Да. Потому что говорится, как женщина начинает больше зарабатывать, Да. это больше, наверное, подсознательным 100%. уровнем. Да. 100%. У нас был такой период в Китае. Год он просел, у него была депрессия, он не мог найти себя, и зарабатывала только я. Это был такой период наших, прям кризисный такой период в наших отношениях. Когда в семье, опять же, должна сохраняться иерархия. Когда мужчина зарабатывает меньше, чем женщина, женщина начинает чувствовать себя важнее, главнее. Недавно в моей жизни тоже такая история была. Моя жена занимается байерством, да. И все время ее таргеты оплачивал, занимался таргетами я. И в один день это просто перешло все грани, списываться с моих счетов столько, что я говорю, открой себе виза-карту и давай занимайся своим таргетом сама. До этого она не оценивала, она думала, это фигня, 500 сомов там за какой-то там день там.
И когда она почувствовала первые там списывания со своего счета, она просто закрыла карту и говорит, оказывается, очень много уходит на таргет, да. На самом деле на таргет оплачиваю я, она просто торгует и себя оставляет эти деньги, и думала, это все как будто все сверху падает. Да? Поэтому женское предпринимательство тоже должно почувствовать тяжести бизнеса, да, как вы думаете? Таргетом вы занимаетесь вообще? Таргетируете? Все живое, у вас натурально? Да. Я ничего не таргетирую. Окей, тогда дальше. Вот она открыла блог. У многих же барьер стоит внутренний. Вам-то хорошо, легко удалось, потому что, возможно, да, как вы сказали, снисходительно отнеслись там, к родителям, там, потому что вы другой национальности, другой культуры. А нашим кыргызским же другое требование возможно. И вот как перебороть вот это вот внутреннее? Вот я всегда советую девочкам показать... У вас же тоже был вопрос, может быть, они поддерживают, потому что это монетизировано, да? То есть показать девочкам о том, что это можно монетизировать. Возможно, где-то схитрить, да, там, допустим, пришла домой с пачкой подгузников, сказала, там, папа, представляете, мне там по бартеру там подгузники дали. Или там прийти, там, допустим, с пирожным каким-то и сказать, представляете, там в кафе меня узнали, там пирожное мне подарили и так далее. То есть пока еще нету результата, показать родителям, показать родственникам о том, что в этом есть какая-то прибыль, и есть какой-то выхлоп. Подкупить. Да? Ну, грубо говоря, для того, чтобы они понимали в этом смысл. Потому что все равно старшее поколение еще тяжело понимает смысл, они не понимают, как можно с этого зарабатывать. Вот. Показав, что с этого можно что-то получить, что-то заработать, уже, мне кажется, они будут мягче относиться ко всей этой работе и ко всему этому блогу, когда ты покажешь, что это твоя тоже работа, да, какая-то. Вот. Что касается вот этого блока какого-то, ну, блин, либо ты делаешь и получаешь, да, какие-то привилегии, либо ты не делаешь и будешь сидеть и дальше бояться. На самом деле, конечно, будут смеяться, конечно, будут там какие-то шутки шутить, но это они пошутят, потом они уже привыкнут к этой ситуации и будут, ну, как обычно воспринимать. По поводу алгоритма, там, допустим, чтобы было больше охвата, каких-то алгоритмов вы придерживаетесь? Ну да, есть определенные какие-то моменты, что там, ну это, знаете, это больше такая внутрянка, там, начать там с какого-то там захватывающего заголовка, чтобы 3 люди, секунды. да, там досмотрели до конца, там вот такая вот вещь. Но такого, что прям есть какой-то такой жесткий свод правил, который либо так, либо не так, по-моему, в Инстаграме такого нету, да? Вы классную историю рассказали про подкуп. Я теперь понял, откуда коррупция начинается. Начинается все с женщин, да. Татарок. Вообще есть такая история в шуточной форме, возможно, это правда. Говорит, коррупция откуда началась? От женщин. Пример тому, говорит, это Матева. Почему? Потому что она заставила воровать яблоню. Ага. И вот таким образом вот началась коррупция. А еще про Еву слышали? Сейчас очень смешно в интернете гуляет, что говорит, Бог запретил Еве есть яблоко, она его съела. Представляешь, говорит, она даже Бога ослушалась, а ты думаешь, она тебя будет слушаться? Это да. С женщинами тяжело, но без них невозможно, да, как говорится. Вот дальше предпринимательская деятельность. Вы еще занимались, грубо говоря, вместе с мужем одним и тем же, да? Да. Каково это? Тяжело. Иметь семейный бизнес? Тяжело, очень тяжело. Поэтому, наверное, я больше в это не влезу. Он меня часто пытается привлечь к своему бизнесу, помочь выбрать модель, помочь создать там какую-то, допустим, там фотосессию и так далее. Я всегда стараюсь от этого отдаляться, потому что все равно вот совместная работа — это очень тяжело. Очень мало семей могут на работе быть партнерами, а дома быть семьей, потому что они домой потом переносят вот эту вот историю рабочую и не могут менять роли. Вот конкретно в какой момент вы это поняли и в чем это проявилось в вашей ситуации? Если честно, мне просто хочется как можно больше минимизировать конфликты в семье. А когда ты вместе работаешь, конфликты неизбежны. Кто-то подумал так, кто-то подумал сяк, кто-то захотел сегодня, кто-то захотел завтра. Поэтому чем меньше конфликтов, тем лучше. Поэтому если я могу убрать, я его это буду убирать. В вашем случае было сперва совместная жизнь или совместный бизнес? С чего вы начали? Не поняла чуть-чуть. Ну, у вас же был совместный
Совместная работа, да. Бизнес. Сперва у вас были отношения, потом бизнес начался? Или... Мы же студентами были изначально. Мы начали встречаться, когда мы были студентами. То есть у вас начали встречаться и потом уже? Да, потом карантин случился, этот коронавирус. Мы уже к этому времени там встречались года 2. И случился даже больше. Ой, почему? В каком году был коронавирус? В 20-м. В 20-м. 3 года мы встречались к этому времени. Случился коронавирус, все разъехались, учеба стала онлайн, а мы в Китае находимся, закрытые. И вот тогда мой муж сказал: давай поехали в Гуанчжоу, большой город, давай попробуем там. И вот мы поехали туда сразу, вот эти трущобы. Давайте коснемся, раз уж так пошло. В 2020 году начался коронавирус. Вы были в эпицентре Китая, да? Каково это было? Вот в начале, понятное дело, все было тревога. Что вы ощущали? На самом деле это не было так страшно, как рисовали. То есть у нас не лежали трупы на полу, там не было такого, что там какого-то такого прям истерии не было. Были пустые улицы, все перешло на онлайн и маски, и все. Потом, когда мы уже переехали в Гуанчжоу, когда мы чуть-чуть встали на ноги, Китай же очень долго не отпускал эту историю. Потом у нас случился момент, когда в нашем доме кто-то заболел коронавирусом в нашем жилом комплексе. И получается, из этого одного заболевшего нас весь вот этот жилой комплекс закрыли на карантин на месяц ровно, нас не выпускали из квартиры. Нам привозили еду каждый день. Каждый день к нам приходили, сували вот эти вот палочки в нос, да, чтобы проверять, нет ли еще кого-то заболевшего. Вот тогда было страшно, да, то есть 30 дней в изоляции, без возможности выйти даже в магазин, тогда было тяжело. Хорошо, Китай, не касаясь коронавируса, Китай, какая страна? Великая и ужасная, да, страшная, но очень вдохновляющая. Очень люблю Китай, очень сильно люблю Китай. Там прошли вот действительно мои лучшие, грубо говоря, годы. Китай меня, наверное, и воспитал. Китай меня сделал такой личностью. Китай подарил мне мужа. В Китае случилась моя дочь. То есть очень люблю Китай. Но в Китае тяжело. Встать там на ноги тяжело. Привыкнуть к этой жизни, к этому менталитету тоже тяжело. Поэтому... Я бы не хотела, чтобы мои дети там ходили в школу, я бы не хотела, чтобы они там оставались, потому что там все равно очень такой этот тоталитарный взгляд. Вот, поэтому я бы согласилась сейчас вернуться, пожить годик, наверное, но не больше. В Китае? В Китае, да. Еще есть такое стереотипное мышление людей, вот, то, что вы светлая, говорите на русском, и все, наверное, вам говорят «русский». Да. Но да. Вы не русская? Нет. В России бываете? Нет. Вообще были в России? Была, 1 раз в неделю в жизни была. Я никак не связана с Россией, кроме как того, что я на русском разговариваю. Ну, сейчас очень много тем на языковой темы, да? Угу. Все должны говорить на кыргызском. Я так понял, вы в этом направлении двигаетесь. Мною много раз упомянутая Виктория Кринвальд, наверное, вам поможет в этом, дай бог. И к следующему подкасту, когда мы уже позовем вас супругом, вы уже будете говорить на кыргызском. Ой, дай бог. Я планирую в следующем году поступить в университет, я хочу получить образование, и мне же нужно будет в любом случае ОРТ сдавать опять. И вот я планирую этот год посвятить тому, чтобы учить кыргызский, чтобы еще и ОРТ сдать, чтобы поступить, чтобы в универе нормально сдавать все экзамены. Вот. Но, тем не менее, вы еще какие языки знаете? Я знаю китайский, русский, английский и вот кыргызский. Литовский? Ну да, литовский. В совершенстве? Нет, я его понимаю тоже очень хорошо, но из-за того, что у меня нету практики много лет, я уже вот... Мне легче сейчас на кыргызском заговорить, чем на литовском. А что-нибудь на литовском приятно? Нет, давайте не будем. Я к тому, что как бы мы ни относились, да, кто бы что ни говорил, ну, русский язык, он как бы все равно объединяет. Связующий, да. Поэтому и вначале я вам задал такой вопрос, что, возможно, русский язык вас связал, потому что в другой стране, в китаязычной стране, кроме как того, что вы сами из Кыргызстана, все равно
Нужен Да. человек, который говорит на твоем языке. Да, да, и связал язык. И, наверное, я тоже появилась только благодаря этому языку, благодаря тому, что папа знал со школьных времен русский, и мама говорила на русском, да. По-другому бы не получилось никак. Вообще, касаясь темы языка, я всегда говорю, да, надо в обязательстве знать родной язык, то есть в нашем случае кыргызский, в случае ваших детей и вас Да. уже, наверное, тоже, да, Мгм. и не бойкотировать другие языки. Да, Обязательно надо знать русский язык лучше русских. да, Я всегда говорю так. да, 100%. А ваши дети говорят уже на кыргызском? Они понимают. Ну, уже Ну, начали, да, 2 года уже ну, начали 2 говорить года, что-то? да, она говорит, но она, знаете, она и там, она, мама, please change topic, она мне говорит. 4 слова на Да. 4 языках. Да, они вот она все понимает по-кыргызски, но вот разговор у нее вот так вот мешается. Но она пойдет в садик кыргызский, М, у нас няня разговаривает с ней только на кыргызском, поэтому А у вас няня есть? да, Кыргызская. да, Классно. это была принципиальная позиция моего мужа. Чтобы вы не превращались уже больше в келинку, да? Да. Еще какие плюсы от союза разных национальностей вы видите? Да, Но это допустим. очень интересно, как минимум. Это очень не скучно, это очень весело, это смешно в каких-то моментах, да, вот эти вот недопонимания, это всегда очень интересно. То, что дети метисы появляются, метисы, они всегда самые красивые, самые умные, потому что смешение кровей, да, это всегда так происходит. Вот. Даже не знаю, что еще можно придумать. Чем, ну, кроме блогерства, чем-то вы наверняка хотите заняться, учитывая ваше прошлое предпринимательство, там, учебу. Блин, честно, нет. Я даже сейчас занимаюсь блогерством, я своему мужу говорю, что, блин, придет день, я просто закрою аккаунт, и я просто буду женой и мамой. Потому что вот эта роль меня привлекает больше всего в этой жизни. В этом я чувствую себя комфортнее всего. Классно. Наверное, на таком на красивой мажорной ноте мы закончим сегодня подкаст, потому что я планирую с вашего соглашения 2-й раз снять подкаст уже с супругом. И будет классно, если этот подкаст часовой, да, больше часа, посмотрят многие наши девочки, да, и возьмут пример с вас, потому что я недавно начал за вами наблюдать, и я понял очень многое для себя, учитывая сам, что кыргыз, с юга, еще и мужчина. Многие вещи, возможно, это из-за того, что вы с другой национальности. У меня все равно взгляд у меня другой на всю эту историю. Для вас это уже приевшееся. Но я еще хочу вот сказать, наверное, напоследок о том, что то, что я говорю обо всем вот этом, самое главное, что я хочу, чтобы поняли женщины и девочки, это то, что самое важное, чтобы ты была счастлива. В каком направлении ты будешь счастлива, это уже совсем другая история, да, это уже твое право и так далее. Но все мои советы были в сторону тех девочек, которые конкретно ищут счастье в жизни с мужем, более традиционных каких-то взглядов и так далее. Вот. Это на случай, если меня захотят захейтить феминистки. Ну, ни в коем случае, я думаю, наши подписчики и наши зрители очень лояльно отнесутся к вашей жизни в целом, к вашей позиции. И поэтому, дорогие друзья, посмотрев вот этот подкаст, если вы не лайкнули, я не знаю, как вас назвать, поэтому с вас лайк, отправляйте друг другу, пересылайте. И обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и переходите, будет внизу описание, Instagram-страница Моники. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что позвали. Салам вашему супругу. Хорошо, обязательно.